Сегодня у нас Исех Туймады 2023 года проходит большим участием населения. Мы видим, что население активно принимает участие. Это самое главное. Главный смысл Исеха в том, чтобы всем собраться вместе, провести обряд Алгыс. Алгыс прошел успешно. Надеемся, что все слова, указанные в Алгысе, будут нами получены. Слова, указанные в Алгысе в поддержку наших бойцов, которые находятся на переднем краю специальной военной операции, дойдут до них и придадут им силы, удачи в достижении скорейшей победы. Сегодня мы также чествуем на Исехе присвоение нашему городу высокого звания «Город трудовой доблести». Мы чествуем учителей и год труда, трудовые династии города Якутска. И Алгыс и культурная программа были направлены в этой тематике. Впереди нас ждут массовая культурная программа. Ночью будет встреча солнца с 2 до 3. И, как правило, у нас пройдут в эти дни скачки и большие спортивные соревнования, игры Дыгына, которые уже по праву стали самым масштабным спортивным мероприятием на территории нашей республики. Это огромная радость и для всей Якутии, и для меня, как главы Республики Саха-Якутия. Мы постепенно, вот последние годы уже подбирались к этому миллионному жителю. Но вот ковид немножко притормозил это движение. И вот где-то с марта месяца стало понятно, что в этом году у нас точно будет миллион. Мы буквально в последние дни считали, и так символически совпало, что именно 23 июня, накануне вот нашего Исеха Туймады, родился миллионный жительница нашей республики. Семья из Мирнинского района, родители работают в акционерной компании «Алроса», мама из Якутска, папа из Вилюйского улуса, села Хампа. Я уже поздравил маму, она сейчас находится здесь у нас в городе Якутске в больнице. Но ребенок здоров, все нормально, думаем, что в скором времени выпишется. Ну и, конечно, все будут поздравлять, не только глава республики, я уверен, что и сама компания, и район, и все другие жители, конечно, желаем малышке здоровья, маме здоровья. Но для нас, конечно, это очень большой шаг, потому что Якутия один раз в своей истории миллионный житель у него был в 1986 году. Но потом, к сожалению, вот после распада Советского Союза, как раз в 90-е годы было очень сильное снижение, почти до 900 тысяч. Ну и вот постепенно все-таки то, что Якутия развивается, и экономика, и социальная сфера, это все-таки играет роль. Люди здесь рождаются, у нас 7-е место по рождаемости, у нас значительно увеличилась продолжительность жизни. И, конечно, то, что у нас люди перестали уезжать, это тоже сыграло свою роль. И вот мы сегодня имеем в этот замечательный праздник День Исеха, замечательное событие, великое событие, рождение миллионного жителя Якутии. Туристам всегда есть на Исехе что смотреть. И не обязательно это должно быть что-то новое. Вот сама церемония открытия, каноны, которые уже устоялись на самом деле столетиями, и вот мы их возродили, они тоже каждый раз восхищают гостей. И я знаю многих людей, которые специально приезжают из Москвы, из других регионов нашей страны только для того, чтобы побывать на этом открытии, ночью встретить солнце. Но, конечно, в этом году есть много новшеств интересных, в том числе и молодежных. Например, ВКонтакте здесь открыли целая тюгельга молодежная. Очень будет интересно посмотреть. Сам хочу сходить, как этот интерактив такой современный сочетается с традициями нашего праздника. Конечно, будет много красивых соревнований, скачки, игры Дыгына. Поэтому каждый на Исехе, обязательно любой гость найдет то, что ему по сердцу. С точки зрения развития туризма, это, конечно, замечательное событие. Несколько таких событий, так и можно будет говорить о том, что в Якутске уже целая индустрия событийного туризма создана. Под такие события, как Исех, Туймада, под фестиваль «Зима» начинается с Якутии. Я уверен, что сюда можно привозить десятки тысяч туристов. И это как раз та ниша, которую наши туристические компании, которые должны будут развивать.
Дорогие друзья, я очень рад сегодня приветствовать вас, нашу молодежь. Я сегодня вообще заметил, на СЭХе стало больше молодежи. Я уже чувствую себя пожилым человеком. Это шутка. Дорогие друзья, я искренне рад, что сегодня у нас здесь, на Тюгюльке молодежи, новый формат. Крупнейшая наша корпорация, цифровая платформа ВКонтакте, ВК решила сделать наш СЭХ Туймаде местом встречи. Я хотел бы поблагодарить ВКонтакте за то, что нашли эту возможность, Министерство молодежи, что пошли навстречу. И вот сегодня такой замечательный сплав современных цифровых технологий и нашего древнего, но вечно молодого СЭХа. Я уверен в нашей молодежи, вы те люди, которые обязательно одержите победы. Вы те люди, которые добьетесь прекрасных достижений в спорте, в культуре, в науке, в креативных индустриях. Вы весь мир покорите, я в этом уверен. Я вам этого желаю. И от всего сердца, самое главное, что я вам пожелаю, ребята, будьте настоящими патриотами. Любите свою родину, любите свой улус, свой город, любите наш СЭХ. И тогда и в нашей Якутии, и в нашей России все будет очень хорошо.